Дорогие друзья, а теперь позвольте представить бессменного участника всех фестивалей «Славянский базар». На протяжении 24 лет этот коллектив занимает достойное и почетнейшее место на сцене. Итак. На сцене летнего амфитеатра Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь под управлением народного артиста Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси, лауреата премии Союзного государства, лауреата премии Федерации профсоюзов, лауреата специальной премии Совета министров Республики Беларусь имени Владимира Мулявина, кавалера ордена Франциска Скорины, профессора Михаила Финберга. Я получил заслуженный деятель Беларуси, я получил звание народного артиста Беларуси. Я этими званиями очень горжусь. Я лауреат премии Ленинского комсомола, тоже горжусь очень этим званием. Я действительно являюсь почетным гражданином и Минской области, и Гомельской области, и города Мозыря, и города Мстиславля, и города Турова. Простите, не Турова, а Несвежа. Я этим званием очень горжусь, потому что мне доверили это звание те люди, которые живут в этих районах, а там живут простые люди. Их ничем ты не обманешь. Вся жизнь руководителя заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь Михаила Яковлевича Финберга всегда на виду. Маэстро, словно волшебник, взмахнет дирижерской палочкой и дарит залу чарующие звуки музыки. На мой взгляд, лучший оркестр СНГ, ну как-то так это не очень звучит, наверное, СНГ, но в общем, лучший оркестр, с которым когда-либо я работал. Я хочу пожелать бессменному руководителю, народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу и прекрасным музыкантам счастья, успехов, настоящих творческих побед. Оркестр под руководством маэстро исполняет самую различную музыку – современную эстраду, классику, джаз, песни военных лет. И независимо от репертуара, в мелодиях, звучащих со сцены, нет ни одной фальшивой ноты. И мы никогда не играли под фонограмму, потому что надо сегодня сказать, сегодня оркестр играет под фонограмму. И многие, к сожалению, привыкают к этому, и на это даже стараются внимание не обращать, как будто так и нужно. Я с этим никогда не соглашусь, сколько мне отведено жить. Я и музыканты, которые с вами работают, мы будем работать только честно. Мы никогда не будем обманывать наших слушателей. И вот эту фразу, когда я веду концерт, я говорю во время концерта, зал весь встает и аплодирует оркестр. Мы хотим вам сказать, что сегодня нашим конкурсантам повезло, потому что сегодня они имеют честь выступать на этой сцене в сопровождении лучших в Беларуси музыкантов, заслуженного коллектива Государственного концертного оркестра Республики Беларусь, главный дирижер и художественный руководитель, народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии профессор Михаил Финберг.
такой он на сцене. А в жизни? Михаил Яковлевич гордится своими многочисленными званиями и наградами, а их у него столько, что и не упомнишь. Но вот то ли поскромничал, то ли запамятовал, ничего не сказав про Государственную премию Республики Беларусь, премию Союзного государства Беларуси и России. Не упомянул он и о том, что является кавалером ордена Франциска Скорины. Ничего не сказал о том, что в свое время входил в когорту государственных мужей, был членом Совета Республики, что много лет он педагог, профессор Белорусской академии музыки. Получить звание – это сложно, но это не самое главное. Главное – удержать это звание. Что тут сказать? И здесь наш герой слегка лукавит. Его путь к вершинам славы был далеко не самый легкий. Представьте небольшую деревушку белорусского Полесья в послевоенные годы и простую еврейскую семью, в которой и рос мальчик Миша. Не было чего есть, если так сказать, не понимая то, что я сейчас говорю. Я не понимал, что что-то есть вкусненькое и так далее. У нас дома была картошка, корова была, там, кабанчик был и так далее. Все ждали, когда это произойдет, что будет кусочек мяса и так далее. Но никто не думал специально, что нужно кушать мясо. А в этот момент я занимался на скрипке в музыкальной школе. Как ни трудно жили мои родители, они были очень бедные, но они платили за амортизацию, за эту скрипку. Я ходил в музыкальную школу, но в музыкальное училище 5 лет не мог поступить. Вернее, 2 года, но каждый год по 2 раза. После очередной неудачной попытки стать музыкантом, молодой парень, которому уже пришло время самому кормить семью, стал задумываться о будущей профессии, которая бы дала кусок хлеба. Раньше было модно быть водителем автобуса, понимаете, водителем там автомашины и так далее. Что еще? Мы ничего больше не видели. Я помню, как в Мозыре появилось первых 3 автобуса, я же номера по сей день помню. Понимаете, все, больше ничего не было. А что еще было? И ждали, когда приедет какая-то бригада концертная в парке, там будут выступать какие-то артисты. Там мы еще это не понимали, но я уже тогда помню, когда приезжал оркестр вместе с Жиновичем. Понимаете, я помню это, и я помню, как приезжал хор вместе с Цитовичем. Несмотря ни на что, его тянуло к музыке, и неожиданно все решилось само собой. То ли звезды удачно расположились, то ли все это было предначертано свыше. Приехал старшина, подбирал способных ребят, которые могли бы пойти быть в военном оркестре. Вот сейчас это возрождается в российской армии. Вот. И я сразу же поехал в город Курск. Я так попал в Курск, я стал воспитанником военного оркестра и прослужил в армии 10 лет. 10 лет. И вот там я поступил в Курское музыкальное училище, потом перевелся в Минск, потому что я не мог жить без Беларуси. Именно здесь, в Беларуси, Михаил Яковлевич впервые встретил Владимира Мулявина, который в это время служил в ансамбле Белорусского военного округа. Я 7 месяцев служил в армии в одно время. Только он в ансамбле был, а я в оркестре штаба был, уже когда я перевелся в Минск. Я первый, очевидно, или один из первых услышал, когда он приехал в солдатской самодеятельности, и он взял гитару и на сцене исполнял в Доме офицера нашем. А я иду, шагаю по Москве. Я услышал, как человек мыслит гармонически. Я понял, это очень серьезная штучка. Я понял сразу для себя. И посмотрите, что этот человек сделал. Мы сегодня, нам трудно представить, если бы не было Муляйна, что бы было у нас вместо него, и что мы могли бы сделать. Что не сказал ей, а уж им хотел признаться.
Михаил Яковлевич перевелся в военный оркестр штаба Белорусского военного округа. Поступил и успешно закончил Минское музыкальное училище, а затем и Белорусскую государственную консерваторию. Став гражданским человеком, попал на работу в Минский цирк, где создал оркестр, который по мастерству стал лучшим музыкальным коллективом не только Белорусской республики, но и всего Советского Союза. Вместе с оркестром выступал с выдающимися мастерами советского цирка Юрием Никулиным, Олегом Поповым, Игорем Кио, Мстиславом Запашным, знаменитым «Карандашом». Специально для них писал музыку и аранжировки. Мне не очень хотелось быть дирижером. И в меня люди поверили, мне разрешили это делать в оркестре цирка. Мы уже тогда выступали на белорусском телевидении, в прямом эфире выступали во многих программах, мы писали много фонограмм. Когда в 1987 году был создан Национальный академический концертный оркестр Республики Беларусь, Михаил Яковлевич сразу был назначен художественным руководителем и дирижером. И вот прошло почти 30 лет, а для него эти годы пролетели как одно мгновение. Я не заметил, как я стал уже другим поколением. Я вот только начинал работать. Вот только был выпускником, вот пришел, я начал работать дирижером, мне было 22 года. Вот только это было совсем недавно, понимаете, пролетело уже 50 лет. Это страшно. Вот. Ну, еще нет 50, но почти 50 лет. Это страшно, так бежит время. Чем больше работаешь, чем больше трудишься, тем быстрее время бежит. Звезда славы Михаила Яковлевича Финберга зажглась на небосклоне советской эстрады почти одновременно с такими кумирами, как Алла Пугачева, София Ротару и Иосиф Кобзон. Он всегда был рядом с ними на одной сцене. Михаил Финберг – это человек, который трудится, человек, который гордится тем, что он представляет музыку и творчество Беларуси. Поэтому для меня каждая встреча с ним праздник. Национальный концертный академический оркестр Беларуси отработал с самыми известными артистами не одну программу. Можно сказать, что маэстро – король советского шлягера. Не случайно одна из многочисленных программ, которую исполняет его оркестр, так и называется «Шлягеры на все времена». И в этих программах в основном всегда принимают участие артисты, которые очень популярны в Советском Союзе были. Ну и, очевидно, не в Советском только Союзе, но и в Европе, социалистической Европе имеется в виду. И сегодня в Минске каждый год идет 4 программы, вот, посвященные этим людям. Это и Алла Пугачева, это и Майя Кристалинская, это и Марк Бернес, это и Валерий Ободзинский. Ну, все, буквально все. Раз, два, три, 4. Сколько за все это время оркестр со своим дирижером отыграл программ только на крупнейших мировых площадках, в престижных залах мировых столиц и в студиях крупнейших телевизионных каналов, сосчитать невозможно. Только в Москве было исполнено более 30 программ, посвященных закладке имен звезд композиторов и исполнителей советской, а затем и российской эстрады. Столица России, Москва, приветствует лучший гранд-оркестр Европы, Государственный концертный оркестр Республики Беларусь и его руководителя, народного артиста, лауреата Государственной премии и премии Комсомола Белоруссии, профессора Михаила Финберга.
30 апреля 2004 года его приравняли к когорте великих советских музыкантов. 34-я звезда на аллее звезд эстрады в Москве носит имя Михаила Финберга. Это была звезда не мне, эта звезда была оркестру, и эта звезда была моей стране, моей родной Беларуси, в которой я родился, в маленьком городе Мозырь. А мои родители еще из-под Мозыря, деревня Мелешковичи, 25 километров. Я не мог представить, что я, мальчик из Беларуси, так сказать, что я много работаю с самыми ведущими исполнителями. Говоря о родной стране, Михаил Яковлевич волнуется и переходит на белорусский язык. Без культуры мы будем никто. І зараз у кожному маленькому кутку нашей батьківщини мне пощастило зробити у всех этой программы не только песенной музыкальной белорусской культуры, а лишь академичной музыкальной культуры музычной. И действительно, в репертуаре оркестра не один десяток программ, посвященных классикам белорусской литературы. Максиму Богдановичу, Янке Купали, Якубу Колосу, Аркадию Кулешову, Владимиру Короткевичу и Адаму Мицкевичу. Это своеобразная антология белорусской эстрадной песни. Оркестр и его руководитель – живая история национальной эстрады Беларуси. Без его участия сегодня невозможно себе представить славянский базар в Витебске, фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно, золотой шлягер в Могилеве. Кроме того, по инициативе Михаила Финберга проводятся отдельные фестивали в древних городах Беларуси – Несвеже, Заславле, Мире, Турове, Мстиславле. Каждая из них по-своему оригинальна и самобытна. Я каждый год делаю новую программу для тех людей, которые прошли войну. И этот год 70-летия я не мог его оставить, так сказать, слева или справа. Мы сделали шикарную программу, которую мы показали в десятках городах нашей страны. В этой программе объединено все. Оригинальное исполнение от костюмов до музыкальных аранжировок, национальный дух, тексты всех песен написаны на белорусском языке, энергетика эстрадного коллектива, которую с благодарностью принимают зрители. В нас вовек не исчезнет наш звездный час. Государственный концертный оркестр Республики Беларусь – это не просто история национальной эстрады. Это коллектив, в котором формировались золотые белорусские голоса. В разное время с коллективом Михаила Яковлевича Финберга были связаны творческие биографии Инны Афанасьевой, Ларисы Грибалевой, Ирины Дорофеевой и Валерия Дайнеко. Они сегодня делают успешные сольные концерты и пользуются заслуженной популярностью у публики. У каждого из них разное мнение о том времени, когда они были солистами Государственного концертного оркестра Республики Беларусь. Но все отмечают необычайную требовательность Михаила Яковлевича к своим музыкантам и исполнителям. Впрочем, у него самого на этот счет совершенно другое мнение. Я не жесткий, я требовательный руководитель. В коллективе должен быть порядок. Порядок, дисциплина. Никто не имеет права опаздывать. И я добился, у нас никто не опаздывает. У нас опоздание стоит 2,5 миллиона рублей. 2,5 миллиона рублей. Есть один мальчик, который 2 раза опаздывал, 3 раза опаздывал, но прекратил. И даже этих денег не жалел. А остальные никто не опаздывал никогда. У нас нет этого. Вы представьте, если мы уезжаем в далекую поездку, и кто-то, не дай бог, опаздывает. Это быть не должно, и этого нет. Оркестр – это коллективное творчество. И, конечно, я требую к тому, что мы делаем. Потому что надо выполнять волю одного человека. Не мою, а одного человека. Этот человек, его должен называться дирижер или художественный руководитель. Если я делаю замечание, все слышат это замечание, мы поправляем, и люди поправляются, и все стараются работать достойно.
Я за это очень люблю своих музыкантов, я за это их очень обожаю. И я делаю все, что я могу, а может быть даже не могу, чтобы им работалось комфортнее. Как знать, может быть, именно эта требовательность помогла солистам оркестра Александре Константину, Петру Елфимову, Полине Смоловой, Юрию Ващуку пройти самые жесточайшие национальные творческие конкурсы и впоследствии представлять Республику Беларусь на самых различных площадках, от амфитеатра Славянского базара в Витебске до чаши международного телевизионного конкурса «Евровидение». Впрочем, на этот счет у Михаила Яковлевича, как и в других случаях, всегда есть и свое мнение. Первым на Евровидении был сам Михаил Яковлевич Финдер. Я был дирижером у Филиппа Киркорова, это 95-й год, Дублин, это Ирландия. Вот. Филипп занял 17 место, хотя очень хорошо пел. Вот, пожалуй, и все. Хоть спустя годы можно было потребовать к уже имеющимся званиям и наградам и дополнительных льгот, внимания, общественного признания заслуг. Обычно у эстрадных звезд все это включено в концертный райдер. Мне все равно какая площадка. Главное, чтобы в зале было 100% заполняемость. Я никогда не работаю без аншлага. Мы не пишем, какого цвета должна быть туалетная бумага и какая вода должна быть в той комнате, где переодевается артистка, которая себя так называет артисткой. Она такую должность не получала нигде. И требовать от простых людей, чтобы туалетная бумага была синего или розового цвета, мне стыдно за этих людей. Я никогда никаких райдеров не рисовал. Вы знаете, я счастливый человек, что я возле оркестра, что со мной замечательные музыканты, лучшие музыканты нашей страны. Я их так называю на концерте. Лучшие музыканты нашей страны, они действительно лучшие, настоящих. Подробков нету. Нету ни одного. И все очень высокообразованы. Я николи не працевал за грош. Я любил музыку, я любил свою профессию, люблю. И кольки буде биться моє серце, головне – це професія. Головне, щоб у мене залишалися мої прихильники, а вони у мене є. У кожного год приїжджають фанати, і вони приїжджають. Коли я це питання роблю, завжди є відказ, що є вони в залі. Це головне. І головне, що я з'являюся білоруським виконавцем, що квитки на наші концерти купити вельми тяжко, тому що їх нема. Це головне для того, для чого я працював, і працював шмат років, і буду працювати далі, скільки сумію працювати.